Здравствуйте. Вот мы сегодня уже немножко обсуждали про Кадырова. Вот Кадыров постоянно заявляет, что они взяли Рубежное. Чем вообще так важно Рубежное с точки зрения обороны Донбасса и какая там сейчас ситуация? Ну, да, в Рубежном идут бои, в том числе и уличные бои. Поэтому Рубежное, можно сказать, сегодня переходит из рук в руки, и никто его не взял. Кадыровцев там практически нет. Нет такого подтверждения. Смотрите, мы не отслеживаем так вот, я не знаю, почему такой мем создался в Российской Федерации, в русскоязычном сегменте СМИ. У нас это не работает. У нас кадыровцы это не мем. Это как бы еще одни ну, не наемники, еще одни вояки, которых мы уничтожаем в качестве наших врагов, когда встречаем их на поле боя в Украине, на нашей земле. Вот. Поэтому для нас это как бы нет разницы, что пехота, что десант российский, что эти кадыровцы. Тем более, вы в курсе, кто такие вообще кадыровцы? Так, ну, Это люди лично лояльные Кадырову, люди, которые исполняют самые страшные приказы, идут на самые откровенные преступления, что мы внутри России, собственно говоря, видели все эти годы. Не говорите больше это никому. Дело в том, что кадыровцы это не бандформирование. Кадыровцы это сотрудники Росгвардии, только в федеральном, какой у них там округ, в субъекте федерации под названием Чечня. Олег, это довольно, извините, я с огромным уважением к вашему мнению отношусь, но это все-таки довольно формально. В реальности они не подчиняются ни Золотову, ни каким-то федеральным властям, они лично подчиняются Кадырову. В этом-то и парадокс. Я почему говорю, что отсюда и пойдет развал системы силовой в России, потому что в Российской Федерации чиновник федерального регионального, точнее, уровня командует федеральной правоохранительной системой, силовой структурой, а именно подразделениями Росгвардии. Они все в штате, они все на контракте, и у них оружие на законных основаниях.